Добрый день, уважаемые коллеги! Пермская государственная краевая библиотека имени Горького приветствует участников конференции «Книга на Сибирском тракте». И сегодня мы представляем свой доклад, подготовленный на основе редкого фонда библиотеки имени Горького. История городов Сибирского тракта нашла отражение на страницах многих изданий XVIII-XIX веков. В отделе редких книг Пермской государственной краевой библиотеки имени Горького хранятся такие известные исследования Сибири и Урала, как «Сибирская история» Иоганна Эбергарда Фишера, описание Сибирского царства Герарда Фридриха Миллера. В фонде также сохранились книги, вышедшие в свет по результатам самой масштабной в XVIII веке академической экспедиции 1768-1774 годов. Среди них путешествия по разным провинциям российского государства ученого и путешественника Петра Симона Палласа, который руководил первым отрядом Оренбургской экспедиции. Журнал или дневные записки и продолжение журнала или дневных записок исследователя Урала Николая Петровича Рычкова, входившего в состав отряда Палласа, дневные записки и продолжение дневных записок ученого-энциклопедиста, руководителя второй Оренбургской экспедиции Ивана Ивановича Лепехина. Уже в XIX веке, в 1824 году, в шестом томе полного собрания путешествий по России Императорской академии наук были изданы записки путешествия академика Фалька, который был руководителем еще одного отряда Оренбургской академической экспедиции. Отряд под руководством врача и ученого-естествоиспытателя Иоганна Петера Фалька исследовал Европейскую Россию, Поволжье, Урал и Сибирь. Его путь проходил через города Сибирского тракта. Фальк побывал в Оренбурге, Екатеринбурге, Томске, Тобольске, Казани. Впоследствии его научные материалы и полевые записи были собраны и систематизированы Иоганном Готлибом Георги и изданы сначала на немецком, а затем на русском языке. Несмотря на то, что Фальк был натуралистом и первоочередным для него были ботанические исследования, в его записках есть краткие описания городов и губерний, через которые пролегал путь отряда, с характеристикой численности жителей, образа жизни, промыслов и другими сведениями. Вот как он описывает Казань XVIII века. Улицы в нем в некоторых местах мощены бревнами, каменной же мостовой нигде нет. Здесь есть два рынка, гостиный двор выстроен прочно и весьма велик. Прочие же лавки деревянные, небольшие, встроенные в ряд. В описании Фальк приводит сведения о количестве купцов, фабрикантов, ремесленников в городе, числе жителей по метрическим книгам 1773 года, его национальном составе. Одна из глав книги посвящена Пермской провинции, во многих местах которой автор побывал. Помимо собственных наблюдений, он приводит также сведения из канцелярских и консисторских книг. Фальк дает краткие описания некоторых городов Пермской провинции, а также заводов, располагавшихся по реке Каме. Более подробное описание посвящено в главе городу Кунгуру. Помимо характеристики его географического положения и состава населения, Фальк приводит, например, средние цены на припасы с 1761 по 1771 год. Отдельная глава в книге посвящена Тобольску, в котором Фальк жил несколько недель в 1772 году. Он называет его главным городом всей Сибири и пишет, что в нем он познакомился с ученым ямщицким семейством и с ямщиком Космой Черепановым, брат которого Илья Черепанов сочинил сибирскую хронографию. В главе помимо описания географического положения города, его строений и информации о составе жителей, Фальк приводит краткие выписки из хронографии Черепанова, касающиеся Ермака и Тобольска. В записках также содержатся краткие описания Екатеринбурга, Тюмени и Томска. В 1828 году в Санкт-Петербурге вышла в свет книга «Замечания о Сибири». Ее автор Алексей Михайлович Корнилов, капитан-командор русского флота, служил губернатором Иркутска и Тобольска.
Замечания были написаны им в 1807 году, и, по словам автора, он не предполагал их издавать. Но недостаточные, а часто совершенно несправедливые понятия и суждения о Сибири побудили Корнилова изменить решение. Замечания он писал, основываясь на своем опыте хозяйственного управления губерниями и личном обзоре местного положения Восточной и Западной Сибири. Книга открывается общим обозрением промышленной и земледельческой Сибири. Автор излагает свои мысли о средствах к умножению народонаселения в Иркутской губернии, о пользе существования сибирского милиционного корпуса, о совершенствовании системы управления ссыльными преступниками в Сибирь и извлечении от них общей пользы. На страницах книги мы находим описание Иркутска XIX века и его жителей глазами очевидца. Народ, как в Иркутске, так и во всей Сибири, по большей части набожен, а особливо старожилы и купечество. Это не мешает тамошним купцам жить весьма опрятно, со вкусом брить себе бороды и одевать чисто в немецкое платье. К тому же они весьма гостеприимны и примерной нравственности, пишет Корнилов. Заканчивая обзор Иркутской губернии, он переходит к описанию губернии Тобольской. Автор, к сожалению, пишет, что Тобольск, несмотря на удобное для торговли с Сибирью месторасположение, приходит в упадок. По мнению Корнилова, главной причиной упадка Тобольска является перенос существовавшей в нем ярмарки в Ирбит, уездный город Пермской губернии. Он высказывает мысль, что ярмарку следовало перенести в уездный городок Тюмень, так как Ирбит находится в стороне от главного сибирского тракта. Книга завершается показанием расстояния мест, замеченных во время плавания по рекам Иртышу и Оби, и картой западной части Азиатской России по состоянию 1807 года. К экземпляру замечаний о Сибири из редкого фонда библиотеки Горького приплетено прибавление к замечаниям о Сибири, опубликованное в 1829 году. В нем Корнилов дополняет свою книгу статьями о земледелии, фабриках, разведении лесов, построении казенных судов в Сибири, а также о сибирских трактах. Заканчивается прибавление небольшим обзором лекарственных растений, которые были замечены Корниловым в Тобольской губернии. В том же 1828 году вышла книга историка Сибири Петра Андреевича Словцова «Письма из Сибири» 1826 года. Она представляет собой сборник статей, написанных в жанре писем из разных городов. В книге описано путешествие от Иркутска до Якутска, потом до Тобольска и оттуда до Березова. На страницах издания есть описание реки Лены, рассуждения о населенности Сибири. Два письма содержат описание Тельминской суконной фабрики, расположенной в 60 верстах от Иркутска. Автор кратко рассказывает о суконном и стеклянном производстве. В письмах из Сибири 1826 года он дал много интересных путевых заметок и рассказов о сибирских городах, в частности о Тюмени. Тюмень расположена по крутому высокому берегу Туры. Несколько каменных зданий выглядывает из-за крыш передовой линии, а по целой дуге городского берега белеют храмы Господни, пишет Словцов. И далее ведет читателя на Тюменскую ярмарку, выставку низших искусств и в Троицкий монастырь. Кроме того, в книге Словцов дает критический разбор сибирской летописи, изданной томским историком-академиком Спасским в 1821 году. История сибирского тракта неразрывно связана с уголовной и политической ссылкой. Он использовался в качестве великого пути ссылки гораздо раньше своего официального открытия и даже строительства, и был прозван народом кандальным. Этому аспекту функционирования сибирского тракта посвящена книга известного этнографа и писателя Сергея Васильевича Максимова. По поручению морского ведомства в 1860-61 годах он совершил путешествие на Дальний Восток для изучения Преамурья. На обратном пути Максимов получил задание сделать обозрение сибирских тюрем и быта ссыльных. По результатам этого обозрения Сергей Васильевич подготовил книгу, которая была опубликована под названием «Ссыльные и тюрьмы» в 1862 году. Но цензурой была пропущена в печать только первая ее часть под заголовком «Несчастные».
Также позже в Вестнике Европы и отечественных записках появились отдельные статьи из этого исследования. И лишь в 1871 году в свет вышли 3 части его труда под заглавием «Сибирь и каторга». В редком фонде библиотеки Горького сохранились первая и третья части этого издания. Первая часть книги «Несчастный» открывается кратким экскурсом в историю каторги России. В XVII столетии назначались сначала в Сибири места, ближайшие к России, страны Пермские и Тобольские, и еще в 1696 году строили в Верхотурье двор со стоячим тыном для ссыльных, пишет Максимов. В Верхотурье велся учет ссыльных, их записывали в особые книги. В 1822 году в России был принят устав о ссыльных, разработанный под руководством сибирского генерал-губернатора Спиранского. В уставе был установлен маршрут передвижения ссыльных. Центральными пересылочными пунктами были Москва, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Тобольск, позднее Тюмень, Томск, Красноярск, Иркутск. В конце XVIII века значение этапного пути, по словам Максимова, стало увеличиваться. Возросло количество ссыльных в Сибирь. Вместо Верхотурья их стали проверять и считать в Тюмени, где было основано по околотничьей части присутствия. В 1823 году это учетное учреждение было переведено в Тобольск и названо приказом о ссыльных. До 1858 года существовал только один способ передвижения ссыльных – пеший. В своей книге Максимов подробно и ярко рассказывает о пути арестантов, их положениях, обычаях, нравах и фольклоре, а также о состоянии тюрем. Подробно рассказывает Максимов о Тобольской тюрьме, в которой идущие по этапу ссыльные останавливались на отдых. По словам автора, история этой тюрьмы может служить прототипом для всех российских тюрем. Перед дальнейшим следованием по этапу в Тобольской тюрьме происходило деление партии арестантов на десятки. Для каждого десятка назначался начальник, десятский. В свою очередь, над десятками всей партии арестантов выбирался староста. В книге описывается не только пеший путь ссыльных, но и появившийся в 1858 году путь по железной дороге и на пароходах. В конце части Максимов приводит количество дней пребывания в пути к различным пунктам ссыльного тракта. Третья часть труда Максимова вышла под названием «Политические и государственные преступники». В одной из ее глав рассказывается о серебряных рудниках, золотых промыслах, сибирских заводах и фабриках, на которых использовался труд каторжан. Автор пишет о Петровском заводе, на котором в 1830-1839 годах отбывала каторгу часть декабристов, переведенных сюда 2 отрядами пешком из Читинского острога. Рассказу о ссылке декабристов Максимов посвятил много страниц во 2 главе 3 части. Повествует автор о Селигинском и Усть-Кутском солеваренных заводах. Последний располагался в 65 верстах от Иркутска. Одновременно с Усть-Кутским были открыты соляные источники на берегу реки Ангары в 68 верстах от Иркутска, где затем был создан Иркутский солеваренный завод. Труд каторжан использовался также на сибирских фабриках. В частности, в книге есть краткий рассказ о полотняной фабрике в Тобольске статского советника Куткина, фаянсовой фабрике купца Солдатова в Иркутске и тельминской фабрике, которая располагалась в 58 верстах от него. Завершается третья часть главой, рассказывающей о сибирских крепостях. Труд Максимова остается на данный момент уникальным источником информации о положении заключенных и ссыльнопоселенцев, о состоянии тюрем в России. Он сочетает в себе захватывающий рассказ о жизни каторжан, их нравах, языке и фольклоре и точные исторические данные об истории каторги и пути следования ссыльных по Сибирскому тракту. Завершая краткий обзор редких изданий из библиотеки Горького, в которых можно найти информацию о городах Сибирского тракта, хотелось бы отметить, что в нем были подробно представлены лишь 4 книги из менее известных современному читателю и исследователю.
Города на Сибирском тракте и дороги в Сибирь стали объектом многочисленных путевых заметок ученых и исследователей XVIII-XIX веков, а Сибирский тракт стал символом неразрывной связи между европейской и азиатской частью России как в географических, так и в историко-краеведческих и литературно-художественных трудах этого времени и последующих эпох. Спасибо за внимание.